Лара. Добрый день, уважаемые коллеги, члены комиссии. У нас все подключились, да? Кворум имеется? Кворум имеется. Спасибо большое. Рад вас видеть в полном здравии. Сегодня мы обсудим ряд вопросов и подведем итоги нашей с вами работы за второе полугодие 2020 года. Год был сложный, пандемия. Где-то у нас темпы, возможно, были сбавлены, но вместе с тем работа не останавливалась. Какие-то моменты мы постарались перезагрузить и обновить. Работа комиссии находится под пристальным вниманием главы республики и руководства в целом. Неоднократно, как вы, я думаю, могли заметить, вопросы, касающиеся сохранения и развития языков, обсуждались на оперативных совещаниях главы Республики Башкортостан. И не затягивая, хочу предоставить слово. У нас по регламенту должен был выступить Айбулат Вакилович Кажин. Я так понимаю, вместо него Альфаза Кировна, да? Азат Шамильевич, Айбулат Вакилович в командировке сегодня. Ну, по теме организации изучения родных языков, обучения на родных языках в образовательных организациях республики готовы выступить? Да. Предоставляю вам слово. Хайрлы күн, хурматлы коллегалар. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Согласно законодательству, вы все в курсе, знаете о том, что изучение граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего образования на родном языке, на изучение родного языка, на изучение государственных языков республик в составе Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемой системой образования. Предоставлю некоторые цифры по трем направлениям, скажем так. Первое – это обучение на родном нерусском языке. Это у нас на сегодняшний день проведен большой мониторинг, и мы имеем цифры на 2020-2021 учебный год. В общеобразовательных организациях республики обучение ведется на 6 языках. Это русском, башкирском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Мы это сохраняем вот из года в год, 6 языков, как язык обучения у нас сохраняется. Есть, если смотреть по доле обучающихся на родных языках, то если брать русский язык как язык обучения, то у нас идет 91,38 и 91,7 в этом году увеличение идет. Дальше, ну тут я, конечно, сказала, что мы можем эту цифру сказать и как язык обучения, русский язык у нас во всех школах применяется, и все-таки тут, наверное, надо исходить из того, что это у нас стопроцентно все обучающиеся как второй язык обучения, если это национальная гимназия, то стопроцентно у нас это есть. Дальше есть школы с обучением на башкирском родном языке. В этом году немного этот процент упал, уменьшилась доля обучающихся на родном башкирском языке. Это на 0,1%. Если в прошлом году 7,78%, 7,78% детей обучались на башкирском родном языке, то в этом году эта цифра 7,5%. Если брать татарский язык, то как язык обучения, то это 0,77 было в прошлом году, в этом году 0,7. Чувашский язык 0,04 было в прошлом году, и в этом году 0,05 в этом году. И далее по убывающей. Таким образом, если брать русский язык как... Нет, если брать уменьшение, то у нас уменьшение в целом по родным языкам на 0,3%.
Вторая линия – это изучение родных языков Республики Башкортостан. В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, как и в прошлом году, изучается 11 родных языков: русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, украинский, немецкий, белорусский и латышский. 89,5% обучающихся, это 444 008 детей, изучают родные языки, что больше на 0,14 по сравнению с 19-20 учебным годом. И брать, если русский язык как родной изучают, в прошлом году изучали 64,7% обучающихся, то в этом году эта цифра увеличилась 65,8%, то есть на 1,1% увеличился русский язык как родной. Если берем башкирский язык как родной, изучают у нас 13, в прошлом учебном году 13,67%, то в этом году тоже немного уменьшение, вернее, 13,2%, то есть где-то 0,4% уменьшения. По татарскому языку было в прошлом году 8,9% обучающихся изучали татарский язык как родной, в этом году 8,6%, тоже на 0,3% уменьшение. Чувашский язык как родной изучали в прошлом учебном году 0,67% обучающихся, и в этом году 0,6%. И также далее по убывающей. И если подойти в общем к изучению родных языков, то в прошлом учебном году изучали из них русский язык как, в общем, родной язык как не русский язык, то в прошлом году это была цифра 24,62%. Обучающихся детей изучали другие родные языки, кроме русского, то в этом учебном году 23,7%, тоже у нас немного уменьшение, почти на 1%. Также родной язык изучается в системе дополнительного образования. Это в Республике Башкортостан функционирует 15 воскресных школ национальных, в которых изучаются 9 родных языков: башкирский, татарский, чувашский, марийский, украинский, польский, армянский, немецкий и иврит. Если смотреть третью линию, то это изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан. В 2020-2021 учебном году башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан выбрали 65,3% обучающихся. Если по цифрам, это 323 695 детей, что на 1,85 меньше по сравнению с прошлым учебным годом. В прошлом году у нас цифра была 67,15, в этом году 65,3. Нужно подчеркнуть и выделить особо муниципалитеты, в которых организована хорошо работа по изучению башкирского языка как государственного языка. Это такие муниципалитеты, как Благоварский, Туймазинский, Благовещенский, Ермекеевский, Янаульский, Стерлитамакский, Чекмагушевский, Бирский, Белебеевских. В этих муниципалитетах более 90 и выше процентов обучающихся изучают башкирский язык как государственный язык. Есть муниципалитеты, в которых, вот, например, Бакалинский 87,2, Октябрьский 85,3 город, Балтачевский 83,9, Илишевский 82,9, Шаранский 82,7, Краснокамский 82,5, Бешбулякский 81,5, Чесменский 81,4, город Нефтекамск 80,1%. То есть это муниципалитеты, в которых организовано изучение башкирского языка как государственного выше, намного выше среднереспубликанского показателя. К сожалению, в этом году были муниципалитеты, которые снизили показатели по изучению башкирского языка как государственного языка. Это вот намного снизили. Это Аургазинский район, у них 50,7, это на минус 6%. Белорецкий 56,4%.
минус 13,5%, Буздякский 76,8%, снижение у них идет почти на 8%, Давлекановский снижение на 7%, Дуванский 7,4%, Кигинский на 11,4%, и город Стерлитамак на 11,8%, почти 12% снизили город Стерлитамак. Если брать количество часов на изучение предметов, учебных предметов в соответствии с реализуемой образовательной программой, то нужно подчеркнуть, что в соответствии с законодательством образовательную программу формирует сама школа, сама образовательная организация. И по данным органов местного самоуправления, на изучение родных языков отводится от 0,5 до 3 часов в неделю. В общеобразовательных организациях с родным языком изучения от 1 до 5 часов в неделю. На изучение башкирского языка как государственного языка отводится 1 час в неделю в урочной или в неурочной форме. В этом году мы также промониторили и уровень дошкольного образования. И к нашей радости, скажем так, здесь у нас цифры лучше, и есть определенное увеличение детей, которые изучают родные языки, изучают башкирский язык. Обучение, где идет воспитательный процесс, идет на родных языках. В дошкольных образовательных организациях обучаются воспитанников 255 223 ребенка, из них 55 404 воспитанника башкирской национальности, 99 596 русской, 84 777 татарской, 6 113 марийской, 4 410 чувашской национальности, 1059 удмуртской, 327 мордовской, 3537 другие национальности. В 379 дошкольных образовательных организациях с обучением на родном башкирском языке охвачены 18 730 воспитанников. Это 7,3% от общего количества детей, что больше на 265 дошколят по сравнению с 2019 учебным годом, 19-20 учебным годом. Также изучением родного башкирского языка охвачено 16 869 детей. Это 6,6% от общего количества детей, что также больше на 280 дошколят по сравнению с 2019 учебным годом. В 75 дошкольных образовательных организациях с обучением на родном татарском языке охвачено 2359 воспитанников. И также изучением родного татарского языка охвачены 2634 воспитанника. Что также, тут цифры, вот если первая группа увеличилась, то во второй группе, где изучение родного татарского немножко уменьшилось на 88 дошколят по сравнению с 2019 годом. В 6 дошкольных образовательных организациях с обучением на родном чувашском языке охвачено 94 воспитанника, и изучением родного чувашского языка охвачено 342 воспитанника. Также у нас в дошкольных образовательных организациях изучается или воспитательный процесс ведется на удмуртском языке, на мордовском языке. Там, к сожалению, детей уже намного меньше, я уж цифры вам не буду озвучивать. Марийский язык также изучается в наших дошкольных образовательных организациях, и воспитательный процесс на марийском языке ведется. Хорошие результаты в организации групп с изучением родных языков показали муниципальные районы Баймакский, Гафурийский, Белорецкий, Благоварский, Кугарчинский, Стерлибашевский, Шаранский, Хайбулинский районы и городские округа Стерлитамак, Уфа и Затон, Межгорье. Средняя наполняемость групп вообще в дошкольных образовательных организациях 25 детей, а при изучении родных языков идет немного меньше, наполняемость 20-22 ребенка. Неорганизованное изучение родных языков в следующих муниципальных образованиях, в дошкольных организациях, это Бирский, Балтачевский, Ермекеевский, Калтасинский, Чекмагушевские районы и городской округ город Октябрьский. Мы также подсчитали потребность в воспитателях для работы в дошкольных образовательных организациях и группах с обучением и изучением на родном башкирском языке. Эта потребность на сегодняшний день составляет 79 педагогов.
Также ведем работу по обеспечению электронными музыкальными игрушками, обучающими планшетами, телефонами дошкольной образовательной организации. И мы хотим, вносим, есть разработан проект постановления правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в госпрограмму Республики Башкортостан о сохранении и развитии государственных языков республики и языков народов Республики Башкортостан. И мы 35 дошкольных образовательных организаций хотим обеспечить комплектами, состоящими из электронных интерактивных игрушек и наглядными пособиями. Вы, наверное, все знаете, тоже мы эту работу ведем в отношении общеобразовательных организаций, кабинетов русского и башкирского языков. Есть определенные достижения. Мы обеспечили в этом учебном году порядка 42 кабинетов русского и башкирского языка мультимедийными комплексами. И в прошлом году тоже такая работа была проведена. Изучение родных языков и башкирского языка как государственного осуществляется также в профессиональных образовательных организациях республики. В 71 профессиональной образовательной организации обучаются на сегодняшний день 79 455 обучающихся. Всего изучающих башкирский язык как государственный язык республики составляло из них 44,5% от общего числа, что меньше по сравнению с прошлым учебным годом на 5,1%. Также в 54 профессиональных образовательных организациях организовано изучение родного башкирского языка и литературы, что там составляет эта цифра 13% соотношения, 13,7%, что на 2,3% увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 6 профессиональных образовательных организациях изучают родной татарский язык и литературу. Здесь увеличение по сравнению с прошлым учебным годом на 0,3%. В 2020 году для профессиональных образовательных организаций были изданы учебные пособия по башкирскому языку. Также в 2020 учебном году мы неоднократно разрабатывали наряду с Управлением по контролю и надзору в сфере образования методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций в части, формируемые участниками образовательных организаций. Также эти рекомендации размещены на сайте Министерства образования. На сайте Министерства образования также работает горячая линия. Горячая линия, телефон указан, и туда тоже поступают обращения. Также работает, вы все знаете, в республике система «Инцидент». К нашей радости в системе «Инцидент» в этой части обращений не так много, они есть, но не так их много, порядка не более 10, 7, 8, 10 за год поступает таких обращений через «Инцидент». Также хотелось бы сказать, что в плане методического обеспечения образовательного процесса Министерством образования, ресурсным центром по национальному образованию проводится, вот в этом году, пользуясь пандемией, мы в онлайн-формате очень много мероприятий провели, очень много методических совещаний, это и телемосты, и акции, и стратегические сессии, и онлайн-встречи, онлайн-семинары. Наш ресурсный центр организовал съемки 13 музейных уроков в рамках республиканской акции «Послы родного языка». Подготовлено 9 научно-методических сборников. Осуществлена подготовка трехязычной книжки для билингвальных дошкольных образовательных организаций «Я буду полиглотом». Разработан детский развлекательно-познавательный ежемесячный веб-журнал «Надлакай». Для проведения образовательного процесса в условиях самоизоляции ресурсный центр по национальному образованию также организовал в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram онлайн-мастерские по таким направлениям, как творческая мастерская, площадка передового опыта, дистанционное обучение. Для дистанционного изучения родных языков создан портал-навигатор «Мир родного языка», в
котором собрана вся информация о культурных, образовательных и научных проектах, мероприятиях, конкурсах, направленных на сохранение, развитие, популяризацию государственных языков республики и родных языков республики, языков народов Республики Башкортостан. Аудио, видео ресурсы, книги и учебно-методические материалы на родном языке, курсах, в том числе электронных, для изучения. И вы тоже, уважаемые коллеги, в курсе, знаете, я думаю, были разработаны в рамках грантов главы, в рамках государственной программы веб-ресурс интерактивный башкирский, интернет-проекты для детей Балалар, мобильные приложения, Инофон, IQ Балабаш, Салям и многие другие. Презентация этих проектов прошли в День башкирского языка 14 декабря в Арт-квадрате. Мультимедийное издание «Башкирский разговорник Салям» для операционных систем Android и iOS содержит часто употребляемые фразы, и он пользуется, на сегодняшний день можно сказать, что он пользуется популярностью, и многие пользуются этим приложением Салям. Интерактивно башкирский мы внедряем его в рамках проекта Республики «Взлетай», и 10-11 классы могут изучать у нас башкирский язык как государственный в разговорной, в интерактивной форме, в игровой форме через вот этот веб-ресурс. Ну, в принципе, в основном у меня на сегодня, вот сейчас все, Азат Шамильевич, все. Если будут вопросы, мы готовы ответить. Спасибо большое, Альфия Закировна. Коллеги, есть вопросы? Азат Шамильевич, вопросов нет, если разрешите, добавление небольшое. В тему. Ваш госпедуниверситет имени Акмуллы. Коротко только. Коротко. Мы в этом году также открываем бакалавриат по профилю башкирский язык и литература дошкольное образование, башкирский язык и литература начальное образование, то есть будем готовить именно востребованные кадры, ну и в магистратуре будем готовить переводчиков. Контрольные цифры приема объявлены. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Коллеги, обратите внимание, это, наверное, информация, в том числе Эльвире Ринатовне, башкирской общественности будет интересно, нашим средствам массовой информации тоже, наверное, необходимо дать. Та проблема, о которой часто говорили, что в наших дошкольных учреждениях нет воспитателей со знанием башкирского языка, не было соответствующей подготовки. Вот эту проблему, в общем-то, сейчас у нас Башгоспедуниверситет решает. Уважаемые коллеги, у нас по просьбам с мест, немножко не по регламенту пойдем, хочу предоставить слово Борису Николаевичу Мелкоедову. У нас, поскольку большую работу по реализации языковой политики проводят комиссии в муниципальных районах, при администрациях районов и городских округов. И в этом году наша республиканская комиссия была проверена, работа комиссии Бакалинского, Шаранского, Федоровского, Старлебашевского, Кушнаренского, Благовещенского районов. Я об этом докладывал на оперативном совещании у Ради Фаридовича. Ну, в этой связи вот у нас в Зелаирском районе есть что рассказать и показать. И о деятельности комиссии по реализации закона Республики о языках народов Республики Башкортостан в Зелаирском районе докладывает Борис Николаевич. Пожалуйста. Hürmetli Azat Şamilұлы, hürmetli кеңешмелі қатнашушылар, Елар районында кіші көбінесе екі тілді сөйлесе, шуға билингвический принцип общения бізде уже реализован деп әйтергә була. Чөнки хәзер үземдә башкортлар арасында тағы башкорт телен итләп уже сөйләшергә рәхәтрәк, аны уже күп телнең файдасын күреп, яшәвен аңлап яшәйбез дип әйтермен.
Ну, конечно, вот с точки зрения организации работы самой комиссии, я просил и коллег продумывать мероприятия, которые бы заходили в среду, то есть создавали среду общения, среду обмена информацией. Вот, на мой взгляд, из тех мероприятий, которые дали реальную пользу, это я бы отметил нашу экскурсию. Да, мы из детей из Кананикольска свозили в башкирскую часть, показали им, как играют на курае, то есть они окунулись в языковую среду непосредственно и узнали, что стоит за теми или иными словами, какие смыслы заложены в эти слова. С Азат Шамильевичем мы недавно общались и на тему, что в современном мире смыслы правят миром, да, то есть поэтому если просто слова без понятийного аппарата, без поддержки в виде того, что это можно потрогать, попробовать, например, курай там, посмотреть, как он делается, как на нем играют, какие песни возможны. То есть вот это кананикольские дети смогли сами воочию увидеть и, соответственно, подружиться непосредственно с детьми, говорящими на башкирском языке. Потом, соответственно, дети, которые говорят на башкирском языке, съездили в Кананикольск. Я думаю, что вот такие путешествия, общение сверстников со сверстниками были бы интересны. Из тех преимуществ, которые есть в Зилаирском районе, конечно, у нас есть языковая среда башкирская, есть языковая среда русская. И, соответственно, мы можем приглашать детей из других регионов, где можно будет показать, соответственно, то, как живут башкирские дети, какие у них есть особенности. Мы показывали, как строят юрту, как едят бишбармак. Детям это очень понравилось. Потом они поиграли в футбол. Что касается названий, бір вақыт Стас деп бір магазиннің есімін оқып көрдім де енді бұл неме аңлата, неме тұрғанда деп аптырап бір вақыт қарап отырдым енді. Оказывается, Стаста тігі ұстасыны тәжірибе еткенлер енді. То есть, понятно, Стаста это, оказывается, магазин Устаса. С одной стороны, вроде как можно наказать владельцев магазина с точки зрения, но с другой стороны, это новая торговая марка, да, то есть, и, на мой взгляд, вот Стаста очень интересное само по себе прочтение. Поэтому я думаю, что вот чем больше мы будем с бизнесом взаимодействовать в плане продвижения национальных брендов, причем, чтобы мы их называли на национальных языках и продвигали эти бренды, я думаю, что, вот, допустим, возьмем ту же карту Ага, да, то есть сейчас там огромное количество русских с удовольствием говорят, а теперь, говорят, вот Алга, да, то есть это стало символом движения вперед республики, это стало символом для многих русских в том числе, да, то есть поэтому я думаю, что это очень хороший пример. Вот мы проводили Зилаирский грусть-фестиваль, к нам приезжали из Оренбургской области, из Челябинской области, и в интернете, если вы наберете вот сейчас Зилаирский грусть, там достаточно большое количество просмотров. А цены на грузди выросли где-то процентов на 20 сразу после проведения этого фестиваля. Да? То есть если мы будем ежегодно этот фестиваль проводить, а ведь Зилаир это этимология, это башкирское самого слова, да? То есть Елаир, да? То есть есть разные смыслы, которые заключены в это слово. Соответственно, продвигая грузди, всем нравится, и поэтому изначально сама точка входа, она сразу получается, ну, скажем так, через обоняние, через органы чувств мы заходим без каких-либо... А потом уже можно объяснять, почему Елаир, да, то есть принцип этого создания. Поэтому я думаю, что вот в данном случае с бизнесом мы видим, ну, в первую очередь, взаимодействие в таком ключе. То есть понятно, что нужно вести и грамотную работу по
названием, там это никто не отменял, то есть и в этом отношении хотелось бы обратиться, вот, Азат Шамильевич, к вам, к нашим коллегам, с тем, чтобы сервисы по переводу не только названий, но и неких объемов текстов мы могли бы объединить усилия. Мы в свое время начали продумывать механизм создания сервисов, при которых, допустим, вот у нас есть достаточно качественные учителя там, башкирского языка. Они могли бы какие-то куски текстов переводить. Там, соответственно, если бы, например, Институт истории языка и литературы просертифицировал в добровольном порядке переводчиков, то, например, зилаирские переводчики могли бы переводить там, для Ургазинского района какие-то тексты. Более сложно, чем просто название. Потому что понятно, что литературный перевод – это все-таки немножко другое. То есть мы могли бы в этом плане помочь нашим коллегам там, из других районов. Там, возмездно или безвозмездно, здесь в данном случае. Но нужно создание информационной системы, которая позволила бы это взаимодействие наладить и ввести вот в системное русло. Вот в данном случае вот такое пожелание, это помогло бы и комиссиям, и позволило бы там, взаимодействовать более там, эффективно, системно. Поэтому вот предложений, по сути, два. Первое – это по созданию информационной системы, которая позволяла бы переводчикам разных организаций, районов и так далее взаимодействовать. И второе – это, наверное, этнотуры вот, детей там, из одного района в другой. Причем эти этнотуры, они могут быть в том числе виртуальные, да, то есть если мы понимаем, что это сложная такая история, там, то этнотур можно сделать виртуальным, да, то есть там с показанием вот быта одних, быта других, там, любимых занятий одних ребят, и других, да, то есть вот, в общем-то, два. Что касается системной работы в области образования, да, мы понимаем, что это совершенно огромный пласт работы, и его надо вести, и методики образования должны быть современными. Я в этом менее компетентен, но мы будем стараться быть на уровне тех вот задач, которые Михаила Закировна озвучила. У нас полингвальные школы Баймак-Сибай, наверное, наши дети тоже будут стремиться туда там, попадать. Не знаю, не рассматривали пока подобное что-то на территории районов, хотя, конечно, условия у нас интересные, стартовые, неплохие, потому что изначально среда русско-башкирская у нас она есть. В общем, спасибо за внимание. Зурат Ибрахмат, большое спасибо, Борис Николаевич, за оригинальное предложение, интересный взгляд на решение проблем. Здесь по поводу лицензирования, сертификации или аттестации, переподготовки, наверное, есть над чем подумать, и в том числе на базе какой организации это можно было бы реализовать и каким образом это взаимодействие выстроить. Вот. Но в этой части еще хочется добавить, что у нас фонд башкирского языка здесь присутствует. Они с казанскими разработчиками сейчас прорабатывают Башсофт, онлайн-переводчик с русского на башкирский, с башкирского на русский. Программу уже переводит лучше, чем Яндекс.Переводчик, который вот имеется в широком доступе. Поэтому в широких направлениях эту работу необходимо развивать. Наверное, может быть, через такую сертификацию или переаттестацию учителей башкирского языка где-то и новое экономическое применение людей с таким образованием можно будет реализовать и дать новый импульс. У нас в этом году из-за пандемии,
как вы знаете, дети долгое время обучались дистанционно. Виртуальное обучение имеет свои плюсы и минусы. За последние месяцы очень многое сделано по продвижению цифровых технологий и за последние 2 года по цифровизации языка. Это требование времени и, в общем-то, открывает много у нас возможностей. А дистанционное обучение и цифровые технологии в этой части, они, в общем-то, наверное, будут полезны, в том числе при возвращении к традиционному обучению, поскольку молодежь у нас так или иначе большую часть своего времени проводит в гаджетах, планшетах и мобильных приложениях различных. В этой связи о разработке портала для дистанционного обучения родным языкам прошу рассказать директора Института истории языка и литературы УФИЦРАН Айбулата Валерьевича Псянчина. Айбулат Валерьевич, пожалуйста. Рахмат, Азат Шамилова. Я попрошу Рамиля Нигматьяна подключить, презентацию запустить. Сейчас я буду по презентации говорить. Презентацию мы можем запустить? Запускаю я как-то. Рахмат. Азат Видно, Шамилова, хурматты видно? коллегалар, хайырлы күн, достар, кадерлі коллегалар. Во-первых, я хотел бы донести, что Институт истории языка и литературы работает на развитие нашего башкирского языка и так далее. Поэтому я хотел бы передать, в общем-то, привет. Позавчера только я разговаривал с Кравцовым, министром просвещения, по вопросам от него привет большой и так далее. Хадыринде күшейік біздің проблемаға. Нинде проблемалар бар бүгін күнде? Бүгін пандемия, біз үйде отырабыз, оқушылар үйде отыра, оқытушылар үйде отыра. Шуға міне бұл проблемаларды бізге нешіктір шешуге керек. Мында енді IT-THR деген ұру сайты бар. Мында енді біз башқұрт тілін оқытырға тиіспіз. Порталдың тәгі идеясы дистанционный оқытуды жеңілдетіру үшін. Не үшін дегенде, бір жақтан оқытушылар задание бере, екінші жақтан міне Я-класс бар бетінде біз білеміз. Біздің балалар оқидар Я-класс. Я-класста онда пайдалы немелерді автоматическое решение, скажем так, автоматически деген хамақ. Тегіні яда тұрған бар оқытушы өзгерді. Өзі қарай оценка шығара. Бар автоматически. Шуға міне IT-шер ұшылайық автоматик, бір яқтан, екінші яқтан оқытушы бұны хүлетірге дейш. Екінші слайд. Бүгінгіде неме әшленген бүгінгінде? Бұл сайт бойынша, бұл проблем бойынша біздің институт һәм Мустафин исемендегі 20-ші Фуқара башқұрт гимназияға біргелеп ішлейбіз. Бұл проблемаларды дистанционный оқытуды эшләргә кирәк һәм бүгенге көндә уңышлы эшләйбез дип әйтәм. Ни өчен дигәндә, менә бұл Мустафина исемендәге 20-ші Фуқара башқұрт гимназияға мин онда бетердем һәм бүгенге көндә уңышлы эшләй бұл проблема буенча, бұл проект буенча. Икенче слайд. Сайтта оқытушы оқушыларға онлайн дәрестер әзірлей. Мында нешік айтабыз? Менә ошыны менә эшләйбез дейбез, оқытушы әйтәйенде. Һәм оқушылар үзләре эшләйдер, һәм инде дәрестең материалларында үзләре өйдә күрәләр, ата-әсәләре күрә, уга тереп була дигән һәм шуга бұл бик мөһим мәсьәлә. Икенче слайд. Күнтәрмә расписание дип әйтәбез инде. Монда расписаниелар күреп була. Ата яки әсәһе телефон аша нинди дәресләр, ничәләр бетә, кайчан баланы алып була, шуны күрә ала. Дәреслек менә һез күрәһегез. Бүген ошондый дәреслек, проблема тема ошондый һәм икенче слайд. Күнтәрмә бұл икенче слайд. Нинди заман сайынлыктар буласак, менә мындай бұл слайды мен укып киткәнмен. Мәсәлән,
Үйге ішті оқытусы текшермейсек, сайт текшерсек. Мен айтып кеттім бетінде, шынки мына ниндейдер мәселелер, ниндейдер хойлар бар, автоматик рәвіште ол дұрыс мә дұрыс түгілмейді. Әмі ләкин бұл автоматик рәвіштердің арасында бірнеше 2-3-4 мәселе боларға тиіш. Оқытушы оны қарай, не үшін дегенде оқушы автоматик рәвіштердің өзінің мисалын, өзінің рәвішін, өзінің ойлауының күрһәтергә тиеш. Шуға бұл инде 70% автоматик рәвештә дип әйтер идем, 30% укытусы карайсак. Киләһе слайд. Киләһе слайд. Хәзер. Сайттың исемен күреп китәйек. Бұл да асын қызық қына күренеш. Artificial Intelligence deyirlər. Яки AI деп әйтәләр урыс телендә, яһылма интеллект кулланма. Teacher яһылма интеллект укытучысы. Әмма ул яһылма интеллектна түгел. Ул яһылма интеллект укытучыга ярдәм итә. Барыбер монда 50%-дан күбрәк укытучысы өстен итә, но менә бұл программа, бұл процесс ул ярдәм итә укытучыга дистанцион рәвештә укуды алып баратырга. Ниндәй телләрдә була? Башкортча, русча, инглизчә алып бара алабыз. Ләкин мен бүген әйтәм, башкортча бик мөһим, ни өчен дигәндә, ягъни бұл проблеманы эшләй, бұл проектны эшләйбез. Русча, инглизчә, шуннан мен әйтәм, Азат ни өчен дигәндә, менә яклас бар бит инде, теге Россия. Менә пандемия булды, яклас, пандемия булганмы, юкмы, яклас укыйдыр. Аманда инде безнең имидж, республика имиджына тиемәк, без ошлай алга үткәрешкә алып барсак, урысча әйткәндә, продвигать итсәк, безнең имидж Башкортстан үсеп кенә китеп дип уйлайм мин. Ни өчен дигәндә, монда башкортча именно урысча яклас бар, икенче программалар бар. Монда башкорт телен үстерүгә менә бу бик мөһим программа булыр инде дип уйлайм мин. Икенче слайд. Менә мин әйтеп киттем бит, икенче слайд әйдәгез. Ошо, артта. Әйе. Икенче слайд. Идеяның авторы без ничек буга килеп чыктык? Бұл Фатима Астафина исемендәге Юнистә мәктәптең авторы, ата-әсәләрнең комитеты башкармасына ингән безнең дус программист Айгыз Рәҗәпулы Кунафин. Ул программист, ул инде менә буны программаны эшләй, дәвам итә. Biz институт буларак, академик институт буларак ярдәм итәбез. Фатима Астафина ярдәм итәбез. Шуңа Азат Шамилович, бұл инициатив проект. Без аксала нидә бер нимә. Менә республиканың ниндәйдер ярдәм булһа, бик һәйбәт булыр. Рәхмәт, иштә барабыз. Зур рәхмәт. Карадыр булһа, әйтермен. Зуртып рахмат, Айбулат Валерьевич. Укытучыларды эшет калдырмайбызмы? Юк. Программа. Дистанцион булһа, укытучылар беренче орында, Азат Шамилович. Өйгә эште программа тикшерә. Һәм өйгә эште бер өлешен генә автоматик рәвештә тикшерә, менә якласта һагымак, бүдән бәләкәй балалар, минем бәләкәй балалар якласта бер өлеше. Икенче теге якласта улар битен язалар, нимә? Это учитель и так далее. Бал выставит учитель тигән. Шуңа монда баланс булырга тиеш. Азат Шамилович. Рахмат, Зуртып. Вопрос. Кроме 20-й гимназии, проявляют интерес еще какие-либо учреждения к этой разработке? Был мөмкинме? Ае? Әле төпне бара 20 мәктәптә. Киләсәктә таратыр кирәк инде, ничек әйтәм икән. Программаны эшләү бара, эшләйбез, ләкин Мәгариф министрлыгы белән артабан бергә эшләп таратырга инде. Менә идея шул. Ярдәм һорайбыз Мәгариф министрлыгына, ничектер очрашып һөйләшергә, аңлатырга, күрһәтергә, менә шундайрак инде. Кызыксыну булды дистанцион укыту мәлендә. Кызыксыну 4 мәктәп эшләнә, хәзер дистанцион укыту беткәч, әле 20 мәктәптең 1 классында бара.
Анда мәселен планшет менен окутуучу иштеп отура, окуучулар көрүп отура. Текшерүү, апробация бар энди. Әлбетте кызыклы, хейбет, автоматлаштырылган диндейлер өлүшү хейбет иш боласак энди. Биздин республика үчүн бик көңүлдүү, бик шеп иш болор эне. Бик матур иш болор эне. Рахмат. Ну, Альфия Закировна, поскольку сейчас много появляется вот таких разработок, различных сайтов, мобильных приложений, знаю, и со стороны Сколково есть предложение именно по преподаванию башкирского языка, наверное, имеет смысл и целесообразность, вот как литературу, поступающую учебную, проводим через УМС, некий учебно-методический совет проводить в части, ну, надо продумать по составу, по критериям, каким образом оценивать, но очевидно, что любую разработку допускать и рекомендовать к распространению нельзя. То есть рекомендации Министерства образования – это, ну, достаточно серьезная рекомендация и большой авторитет. Проработайте вот этот вопрос. Да, Азат Шамильевич, очень Азат интересная Шамильевич. разработка. На самом деле в условиях пандемии, в условиях мы вынуждены были перейти все в курсе на дистанционное обучение. И о том, что не заменит учителей, это однозначно. Конечно, мы рассматриваем это как помощь учителю, как такая вот вместе с традиционным обучением, вот эти технологии, применение этих технологий, конечно, это очень интересно и современно, и необходимо, и тоже по изучению башкирского языка и как родного, и как государственного языка республики. Поэтому мы изучим, Азат Шамильевич, и эту разработку, свяжемся с авторами, и, конечно, будем смотреть. И думаю, что насчет методического совета или тоже продумаем, как это сделать правильно, поскольку на самом деле сегодня очень много таких разработок, и есть, это очень хорошо, что чем больше таких разработок, конечно, это будет только совершенствовать сам вопрос изучения. Вопрос по методическому совету о рекомендации, это не применительно только к этому, Я поняла, да. к этой разработке. Да, конечно. Если она там успешно применяется в 20-й гимназии, то, ну, наверное, стоит опробировать еще в ряде башкироязычных школ. Понимать. Абулат Валерьевич, можно я завершу? Я слышу вас, я передам слово. В целом, это где-то, может быть, новаторский подход будет. Посмотрите опыт регионов по учебно-методическим советам на уровне федерального центра, каким образом этот вопрос решается. То есть там Министерство просвещения тоже наверняка рекомендует какие-то приложения. То есть каким образом они процесс устраивают. Да, спасибо большое. Айбулат Валерьевич. Я хотел полностью поддержать, что вот Министерство образования говорит. С другой стороны, вот и Александр Геннадьевич докладывал, и Ради Фаритович, и так далее. Поэтому мне кажется, Азат Шамильевич, вот под руководством правительства, Министерства образования и науки нашей республики, вот брендирование, с одной стороны, для республики мы говорим, а с другой стороны, вот для образования, если будем совместно вот это продвигать, вот этот проект, я думаю, мы будем в выигрышной позиции и в Российской Федерации. Поэтому, конечно, пока это был инициативный проект, но если какая-то поддержка будет материальная, техническая и так далее, я думаю, мы выиграем в составе Российской Федерации. Рахмат. Айбулат Валерьевич, прежде чем просить поддержку и принимать правительству республики, администрации главы решение о такой поддержке, нам необходимо понимать объемы бедствия, масштабы. То есть, что вам конкретно необходимо, в каких объемах и так далее. Да? Это первый момент. Второй, для создания таких разработок у нас, в общем-то, есть инструменты, в том числе грантовая поддержка. И
одним из приоритетных направлений грантов языковых, в частности, это как раз гранты на создание таких инновационных инструментов для изучения языков. Поэтому в этой части государство и республика открыты. Участвуйте и используйте те инструментарии, которые есть, имеются. Спасибо большое. Коллеги, давайте пойдем дальше. Башқұрт халқында китап білім шешмәһе деген мақал бар. Ысынлап китаптар аша біз түрлі халықтардың мәдениеті, матур юллары менен танышабыз. Сегодня на нашем заседании принимает участие директор башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой Ильгам Негалевич Индавлетов. Он нам расскажет о роли регионального книгоиздания в сохранении и развитии культурных ценностей. Но, Ильгам Негалевич, поскольку мы уже час работаем, просьба вот более существенно, предметно, не вдаваясь в теоретизирование и историю повествования издательства «Китап». Спасибо большое. Рахмат Азат Шамилова. Хайырлы күн, хурматлы коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, времени остается мало, поэтому, с вашего позволения, зачитывать подготовленные выступления я не буду. В двух словах просто расскажу, какова роль нашего издательства в сохранении языков. Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой является уникальным издательством, потому что мы выпускаем литературу в основном на 3 языках. Это на башкирском, русском и татарском. Просто когда я с коллегами разговаривал, нигде в России такого нету. Вот, допустим, если возьмем соседний Татарстан, они выпускают книги на татарском и русском, удмурты, ну, соответственно, на удмуртском и русском, чуваши тоже также. У нас сохраняется такой паритет, и вот в основном литература выпускается на русском, еще раз говорю, башкирском и татарском языках. Но иногда бывает, что красочные такие хорошие книги выпускаем для развития языков еще плюс на английском, на французском и немецком. Вот когда мы говорим о том, что, допустим, для примера, если возьмем любую семью, да, вот когда рождается ребенок в семье, потом где-то 2 года он начинает там потихоньку говорить, потом где-то после этого идет в садик, и вот примерно вот с этого возраста мы стараемся сопровождать его по информационной поддержке, по изданию книг, я имею в виду. И специально для них делаем определенные серии. Вот, допустим, для детей, которые ходят в детские дошкольные образовательные учреждения, то есть детские садики, мы начали выпускать вот такие красочные раскраски на 2 языках. Это для того, чтобы они познали мир вот через такие раскраски. Тут и сказки, есть и другие маленькие такие произведения. А потом, когда ребенок уже подрастает и начинает он уже, ну, где-то, когда ему становится 5 лет, достигает 5-летнего возраста, 6-летнего, да, когда он начинает увлекаться уже чтением, начинает изучать буквы, поэтому по огромной просьбе родителей вот, башкироязычных детей мы сделали вот такой башкирский алфавит. Это для изучения именно башкирского языка. Мы вот в этом году выпустили, очень популярный, и в связи с этим еще Министерство образования и науки на следующий год вот в тематический план оно включило издание вот такого алфавита уже для большего количества наших детей. Потом интересная такая серия появилась у нас вот с прошлого года. Такие карточки интересные. Вот Миным Гаилям. Вот это, они посвящены, допустим, семье. Вот Миным Гайля, моя семья на 2 языках. Потом ребенок, значит, ну, пользуется этими карточками, да, вот Атай, папа, да, и рисунок дается, иллюстрация, Эсей, мама. Ну, там дальше идет брат, сестра и так далее. Потом в этом году у нас вышла точно такая же серия карточек, это Бахсала в саду. То есть ребенок учится распознавать, вот, допустим, фрукты и ягоды, да, вот как, допустим, будет на башкирском яблоко, алма, яблоко там и другие варианты. Вот это очень увлекательно.
такие красивые красочные иллюстрации. Допустим, вот сия вишня, кук слива, синяя слива. Вот я считаю, что вот такие именно карточные серии, они очень нужны детям в этом возрасте. А потом, уже когда, допустим, ребенок идет в школу, начинает учиться, да, вот, есть у нас в магазине вот такие интересные книги «Ижекляп укывы». То есть это, получается, дети учатся читать по слогам. И на следующий год в темплан мы такую же книжку заложили, «Читаем по слогам» называется. Очень интересно, тоже очень популярная книга. Вот внутри, если посмотрите, ребенок учится читать по слогам именно вот по таким книгам, где красочные рисунки есть. Потом на следующий год, вот, Азаршан, вчера было заседание комиссии, да, мы утвердили, вот такой интересный проект есть, очень хорошие, интересные рисунки. Это мы взяли для образца. То есть ребенок открывает вот такую книгу и нажимает, допустим, вот на мячик, и воспроизводится аудиостихотворение. Вот, типа этого. Тоже интересный проект. Мы на следующий год вот в план тоже его включили. Но уже для средних классов, скажем так, после 3-4 класса у нас выходят регулярно сказки. Вот для примера покажу одну большую такую книгу «Акета Акланда. Наполеон сказок». Вот такие сказки мы издаем на 2 языках с параллельными текстами для того, чтобы дети могли обучиться сразу родному языку и в том числе русскому языку. Бывают такие сказки и книги красочные и на 3 языках, я говорил, да, плюс еще английский добавляем. Вот для примера хочу показать вот будущую книгу. На следующей неделе Алаберхава появится из типографии «Үс-дуф», 3 друга, и вот на английском внутри получается вот такие тексты на 3 языках, и плюс вот эта книга будет у нас с мультимедийным приложением, то есть по QR-коду скачивает приложение ребенок, допустим, да, на свой смартфон, потом при наведении смартфона на эти иллюстрации они оживают прямо в телефоне на экране, они говорят. И здесь уже можно выбрать языки: башкирский, русский и английский. Для изучения языков, вот этих 3 языков, это очень удобно, я считаю. И такая же, вот, допустим, «Хитрая лиса», «Халякар Тулька», у этой книги тоже есть свое приложение. Оно работает. Вот очень популярная книга, кстати, она была сразу раскуплена вот моментально. Мы когда делали презентацию в прошлом году на День башкирского языка, тоже хорошая реклама пошла и раскупили моментально. Просто мы сами удивились. Для подростков тоже у нас есть серия книг. Вот для примера покажу «Кайнлак Малавяр Тубаге». Вот в этом году мы издали. И вот у нас есть очень хорошая серия, я считаю, «Голоса молодых» называется. То есть в этой серии мы даем возможность нашим молодым авторам выпустить свою первую такую, хотя и небольшую книгу. Это обычно бывают студенты филологического факультета, факультета журналистики или вчерашние студенты, вот только-только начинающие работу свою, да. Для примера, скажу, вы, в принципе, все его хорошо знаете. В 2013 году в этой серии мы выпустили книгу «Калдырмай Асей», вот Айгиз Баймухаметов, да, он сделал у нас первый шаг, и эта книга стала очень популярной. Прямо за месяц, наверное, 1,5 она была раскуплена. Потом уже Айгиз начал на свои деньги выпускать, как заказные издания. Мы несколько раз переиздавали вот эти книги. Ну, вот эту книгу и еще дальше были его книги. Да? Вот как пример могу сказать, как можно через эту серию стать полноценным писателем и выпускать свои книги уже дальше. Что касается языков, для изучения языков мы выпускаем также разные башкирский, русский, русско-башкирский школьный словарь. И вот как пример, хороший пример, в этом году мы выпустили тоже такой же англо-башкирский русский словарь, то есть на 3 языках. Было поручение еще правительства, да, вот такое. Мы и главе республики показывали, ему очень понравился вот такой словарь. И в будущем мы планируем такие словари обязательно выпускать. Таким образом, я хочу сказать, что вот с рождения детей мы хотим, мы стараемся их сопровождать, пока они станут взрослыми, а когда они становятся уже взрослыми людьми, естественно, для них мы уже выпускаем нашу классическую литературу. Это и Мустай Карим, и Зайнаб Бишева, и Хадия Давлетшина, и так далее, и так далее. Про них вы все хорошо знаете.
Ну, Азат Шамильевич, я в 2 словах просто про себя уже рассказал, примерно какую работу мы ведем именно по изучению языков. Спасибо за внимание. Рахмат, Дурит. Огромное спасибо, Игорь Галеевич. Действительно, работа интересная. Единственное, наверное, вот эти карточки, раскраски и так далее, насколько я понимаю, они вообще расходятся очень быстро и не хватает на всех желающих, да? Совершенно верно. А мы в течение года можем по мере того, как этот товар распродается, еще допечатывать, изготавливать? Да, ну, по тематическому плану уже не можем. У нас есть вариант такой, ну, коммерческий. То есть мы за счет собственных средств можем выпускать такие проекты, уже допечатывать тираж, и потом продавать и получать деньги. И потом эти же деньги направлять на издание новых книг. Давайте определим тогда какие-то контрольные сроки, может быть, по кварталам или в полугодие. Если будем видеть, что там, допустим, что-то пользуется большим спросом, и товар становится условно дефицитным, рассматривать такую возможность допечатывать, ну, в рамках уже коммерческих проектов. Хорошо, принято. Спасибо. Спасибо большое. Можно буквально 2 слова? Вот я хотел поблагодарить Явновлетова, потому что большая работа проводится, и вот на самом деле не хватает вот этих детских пособий. Вот я как старый молодой отец, я поздно женился, скажу так, поэтому в этой области, если будет больше увлекаться вот этих раскрасок, сказок и так далее, что дети с удовольствием, вот я покупаю, вот захожу в издательство, да, покупаю и так далее, с удовольствием смотрят, поэтому это было бы хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Азат Шамильевич, по дошкольному образованию на самом деле очень много сейчас и разработок есть, и через учебно-методический совет. Я просто в связи с наличием, отсутствием, вернее, времени, много очень, есть информация о том, что через УМС очень много документов проходит, материалов проходит именно в части дошкольного образования, в части младшеклассников. Это все есть и в учебной литературе. Мы работаем и тем планом, и много изданий у нас и в 2020 году было, и на следующий год тоже планируем по дошкольному образованию именно. Спасибо. Спасибо большое, кто заглянул. Ну и, наверное, одно из ключевых наших выступлений сегодняшней повестки об итогах работы комиссии при правительстве Республики Башкортостан по реализации закона Республики Башкортостан о языках народов республики. Прошу доложить ответственного секретаря комиссии Зульфию Миндибаевну Хананову. Hürmetli Azat Şamil улы, hürmetli комиссия ағзалары һәм кеңешмәле катнашучылар. Уважаемые коллеги, подводя итоги работы за текущий год, необходимо отметить, что полугодие 2020 года было ориентировано на организацию работы комиссии в целом. Обновлен не только состав правительственной комиссии, актуализированы и составы комиссий муниципальных районов и городов. Вместе с тем, выездные проверки хода исполнения закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан показывают, что во многих районах составы комиссий сформированы формально. Об этом свидетельствуют грубейшие ошибки, обнаруженные во внутренних вывесках зданий муниципалитетов Благовещенского, Кушнаренковского, Стерлибашевского, Шаранского районов. Районным комиссиям оказана методическая помощь в исправлении ошибок на наглядной информации. В составе администрации многих муниципальных образований и городских округов чувствуется нехватка кадров, профессионально владеющих 2 государственными языками. Работу ответственных секретарей комиссии ведут не муниципальные служащие, а работники библиотек, редакторы районных газет, председатели районного Курултая Башкир. Новостные ленты на официальных сайтах многих районов и городов также представлены только на русском языке. Своевременно представляют полноценные отчеты комиссии Альшеевского, Аургазинского, Бакалинского, Балтачевского, Белебеевского, Бешбулякского, Бирского, Буздякского, Бурзянского, Давлекановского, Дуванского, Илишевского, Калтасинского, Кармаскалинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Туймазинского,
Учелинского, Хайбулинского, Чешминского, Шаранского, Янаульского районов и городов Уфа, Агидель, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Межгорье. Халатно относятся к предоставлению отчетов Белокатайский, Бураевский, Ермикеевский, Ишимбайский, Караидельский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мишкинский, Федоровский, Чекмагушевский районы. Запрашиваемая информация по плану работы комиссии по языкам при правительстве Республики Башкортостан не представлена Абзелиловским, Аскинским, Баймакским, Благоварским, Благовещенским, Гафурийским, Дюртюлинским, Иглинским, Тигинским, Неякинским, Стерлибашевским, Стерлитамакским, Уфимским районами. За текущий период много работы проделано терминологической и топонимической службами комиссии. Руководители и члены служб наряду с членами комиссии по языкам принимали участие в телепередачах, выступали в качестве спикеров на онлайн-семинарах государственных, печатных и электронных средств массовой информации. Руководителем терминологической группы Мислук Байтовной Усмановой подготовлена и сдана в печать брошюра «Практическое пособие башкуртса дөрүк хүйләшәйек». Будем говорить по-башкирски правильно. Терминологическая служба ведет активную работу в социальных сетях. Членами службы на постоянной основе оказывается методическая помощь через чаты «Алтакта вывеска», «Дурых Алтакта», куда поступают фотоснимки неправильно оформленных вывесок со всей республики. За второе полугодие участниками данных групп рассмотрено более 1000 обращений. В целях активизации работы терминологических служб городов и районов республики начата работа по обновлению методической рекомендации, составленной при взаимодействии комиссии при правительстве Республики Башкортостан по реализации закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан, терминологической службой комиссии с Академией наук Республики Башкортостан. Последнее методическое пособие было издано 12 лет тому назад. Хорошим подспорьем в этом плане стало пособие «Деловой башкирский язык», подготовленное к изданию Фондом по сохранению и развитию башкирского языка. Книга, состоящая из 2 частей, включает в себя краткий башкирско-русский словарь, справочник официальной деловой лексики и образцы деловых бумаг. Проект реализован за счет гранта главы Республики Башкортостан. В настоящее время комиссией прорабатываются вопросы создания топонимической лаборатории в составе ГАУН «Башкирская энциклопедия» и Республиканского единого центра переводов. Начат сбор материала для тематических словарей. Благодаря деятельности членов комиссии проводились многочисленные мероприятия по сохранению и развитию языков народов Республики Башкортостан. Это и научно-методическая работа, книгоиздание, циклы телерадиопередач, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Год практически прошел, но нам есть что вспомнить. Это и межрегиональный форум учителей башкирского языка, праздник Шажара-Байрам, межрегиональный Троицкий фестиваль православных народов Республики Башкортостан, фестиваль Крашин, Республиканский фестиваль песни и музыки Ике Аккуш, фестиваль молодежи народов Башкортостана Азамат, межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья», фестиваль чувашской культуры «Салам» и многое другое. Главное, уважаемые коллеги, мы живы-здоровы, живем в дружбе и согласии и готовы дальше трудиться во благо развития и сохранения наших языков. Рахмат Юртов Сильфа Медбаевна. 2021 жылда нужно нам поактивнее активизировать работу по проверке изучения хода реализации закона РБ. И вот по тем районам, которые вы перечислили, где халатно относятся или где не предоставили вообще, прошу подготовить в адрес глав администрации письма с моей подписью, вот, с указанием, ну, по тексту в рабочем порядке мы с вами отработаем. Хорошо. Вот. Далее, коллеги, какие предложения, замечания будут к докладчику? Азат Шамильевич, штаб Киперга, хайрлы күн, хурматлы коллегалар. Всех завершением этого года для Всемирного Курултая Башкир это был год башкирского языка, и как раз в рамках подведения итогов года башкирского языка мы первый раз в этом году
как раз на закон посмотрели с точки зрения мотивации конкурса, да, сделали конкурс «Грамотный город, грамотное село» как раз на соблюдение государственных языков Республики Башкортостан. И в наших предложениях, которые были приняты на исполкоме Всемирного Курултая Башкир в адрес правительства, Сашимович, в адрес комиссии это письмо придет, мы предлагаем все-таки вот не просто в конце года отмечать районы, там, кто лучше, кто хуже, а действительно сделать это какую-то конкурсную историю, чтобы у районов была такая состязательная история, потому что районы нам рассказывали, что для того, чтобы принять участие, победить в этом конкурсе, приносили люди, это же люди подключаются, смотрят вывески, смотрят, как они написаны, приносили там свои архивные материалы, то есть десятилетиями эти вывески не исправляются, и на башкирском, и на русском языке написанные с ошибками. Поэтому предложение от Всемирного Курултая Башкир все-таки вот от комиссии инициировать какой-то вот такой соревновательный момент, чтобы у районов было понимание и важность, и интерес был со стороны населения, чтобы мы могли общественность на местах подключить. Такое предложение, да, Рахмат. Елена Ринатовна, спасибо большое за предложение. В этой части, давайте рассмотрим, насколько это либо от имени комиссии, либо это совместно со Всемирным Курултаем Башкир и другими нашими общественными объединениями возможно сделать. Ну, поощрять, конечно, наверное, мы это уже в рабочем порядке обсуждали. Есть примеры и в других регионах, где отмечают, кто неграмотный или кто самый грамотный. Вот. У меня предложение отмечать только грамотных. У нас есть опыт такой работы. Мы проводили подобные конкурсы, когда я работала в городе, поэтому, думаю, мы что-нибудь придумаем интересное. Ае? Мен кубанысымды билдирем. Мына өзегеде көрүп турасыз, Реля Камиловна кеткес, единица болмагас, мына эш токтап калды, аптырап калдык. Бир Ниязбай Болотбаевич менен экөөлөп гана сүйлөп йөргөндөн, тырышкандан бир ни фетуа булмады. Мына элге мелде Азат Шамил улы һез һәм һездин замы Әнүр Мөхәррәм улы булуы һәм Зөлфия Миндебаеваның килүе комиссияга ян үрдүгенә түгел, без бергәләп матур итеп эшләп алып киттек. Мына теге бер ничә теманы үз эсенә алган семинардар башланды. Яңа елдан һуң Алла бирһә тагы дәвам итәбез. Мына бында килеп сыга кызык картина. Мына әлеге мәлдә комиссия тырыша, комиссияның хуҗалары, җитәкчеләре тырыша, агзалары тырыша. Һәм дә халык риза түгел. Ана әйтеп торды, торагыз бит инде дөрес атамалар язылмай, унар еллап материалдар йылып киткән дип ысынлап та, ул 10 гына ел түгел, 90 ел буенча теге телдә ниндидер дөрес булмаган нәмәләр, шулай бысрактар йылып киткән инде. Шуларны тазартыр өчен мына җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк. Әлеге мәлдә килеп сыга, мына ошо комиссия агзалары бик нык тырыша, һәм дә халык риза түгел. Урталагы не буын эшләп утырган кешеләр, җитәкчеләр, улар ничектер тыңламайдар, колактарына алмай, мына ушул җәмәгатьчелекте уларга ныгырак итеп аңлатырга кирәк ине, үзләренең эшләренә игътибарлы булып, һәм дөрес итеп язырга, һөйләргә, һәм дә китап сыгарган вакытларда ла, дәреслектәрдә лә бер ниндәй дә хата булмаһын дип, бу әлеге мәлдә бөтен нәмәне быга тиклем булган нәмәне киренән сыгарга дигән һүз түгел. Ошо моменттан һуң калган була торган, языла торган эшләрде, һөйләй торган хәбәрләрде дөрес итеп һөйләргә, язырга кирәк дигән фикер. Рахмат. Это яңа ел менән. Азат Шамилович, можно, да, на минуточку? Да, Сгурагин, конечно. Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Проводится системная работа по обеспечению изучения родных языков, преподавания родных языков. Но, по-моему, сегодня главная проблема – это расширение обучающейся на родных языках и изучающей родные языки детской аудитории, школьной аудитории, в детских садах. И здесь вот нам, наверное, необходимо определить какие-то конкретные меры, потому что главное здесь звено, просветительское звено с родителями. Родители, поскольку у нас новая парадигма национального образования, да, принцип добровольности, и главное звено здесь у нас родители. Поэтому вот Ассамблея народов Республики Башкортостан всегда работает с Министерством образования и науки. У нас очень интересные проекты. И вот я
после переговорю с Альфией Закировной. Но нам сейчас нужно наметить конкретные мероприятия, просветительские, чтобы родители не отчуждали детей от родного языка. Вот проблема. Потому что все делается на уровне республики для того, чтобы были интересные книги, пособия, современные технологии, разработки. Ну вот это звено у нас сегодня, к сожалению, прихрамывает. Давайте вот, наверное, каждый член комиссии может подготовить реальные предложения, что нам нужно для того, чтобы вот расширить вот эту обучающуюся, изучающую языки аудиторию, детскую аудиторию. Это работа прежде всего с родителями, которая дополняется педагогами, учителями языков, руководителями образовательных организаций, потому что от них тоже очень многое зависит. В том плане, будут родители выбирать язык, не будут выбирать родной язык. А уже наши исполнители на местах, на муниципальном уровне, на республиканском уровне, они уже должны вот базироваться вот на этом основном звене. Спасибо, Рахмет. Большое спасибо, Зугура Айгануровна. Вы, конечно, подняли проблему много шире деятельности комиссии и повестки сегодняшней, но она действительно актуальная. Работа комиссии не имеет смысла, если будет утрачиваться язык и сокращаться количество носителей, не передаваться. В этой связи хочется сказать, что у нас Эльвира Ринатовна и Курултай Башкир проводят в данном направлении работу в силу возможностей, которых у них имеются. Они проводят эту разъяснительную работу с родительскими сообществами и в республике, и за пределами регионов. И, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, что какой бы критике ни подвергались те изменения 2017 года по поводу свободного выбора языка, есть там плюсы и минусы свои, и был общественный резонанс, но вот проводя работу, и Курултай Башкир, в частности, на этом, наверное, одни из первых акцентировали внимание, что в регионах Российской Федерации продвигать башкирский язык с новым нормативным регулированием выбора языка становится проще. То есть, если ранее организация преподавания башкирского языка в той или иной области это всегда вопрос кулуарных и межличностных переговоров с руководством этих областей и регионов, то сегодня достаточно факта этих заявлений и просветительской работы с общественностью. В этой части, конечно, наши возможности расширяются при грамотной организации этой работы. И всецело поддерживаю предложение Зугуры Айгануровны, что давайте подумаем, каким образом эту разъяснительную работу проводить. То есть, может быть, здесь Курултай Башкир, фонд башкирского языка предложит свои предложения, в том числе и РНКАТ. То есть мотивация и что выбери родной язык, сделай выбор в сторону своего родного языка, это мотивация не только за башкирский язык, но и за все другие родные языки, которые у нас имеются. То есть, и поэтому здесь широкая общественность может подключиться. Вот. А для Курултая Башкир, фонда башкирского языка, может быть, подумаем, давайте какой-то конкурс объявим на мотиваторы, плакаты, самые лучшие по мотивации, там, башкирский язык от тебя зависит, там, и так далее, судьба его, прочее, десятое. То есть вот давайте подумаем и лучше запустим там, в качестве социальной рекламы, посмотрим. Зачем, Ильич, я в качестве ремарки только скажу, Зугура Айгануровна, действительно, с родителями очень много работаем, и мы сейчас заявились на грант как раз по сохранению родных языков, как раз работа с родительским сообществом, потому что это вот тот сегмент, который сегодня требует нашего большого внимания. И родительский форум заложили, и межрегиональное тоже сотрудничество. Поэтому, коллеги, я думаю, что это наша общая работа. Рахмат. Азат Шамильевич,
как из отрасли СМИ, скажем так, тоже предложение, ремарка. Предлагаю не забывать, что у нас 90% аудитории сегодня это интернет. И вся наша работа, если она не отражается, не продвигается в интернете, не заводится через интернет, то никакой популяризации не будет. Это прошу тоже помнить, коллеги. Максим Владимирович, спасибо большое, это известный факт. Инициатива у нас наказуемая исполнением, поэтому просим внести предложение по конкретным мерам. Хорошо. Спасибо большое. Коллеги... Ильич, можно информацию небольшую? Да, конечно. Коллеги, достар. Вот Башкирским государственным университетом сейчас разработан башкирский дативный алфавит. Ну и следовательно, башкирский жестовый язык. Разработана программа переподготовки. Мы уже опробировали вот на дне башкирского языка через БСТ судопереводчиков, значит, очень хорошо получается. Но учитывая, что в России сейчас очень большое внимание уделяется именно инклюзивному образованию, Азат Шамилевич, может быть, куда-то это включить, какую-то программу, переподготовку специалистов по судопереводу. Потому что я думаю, что это мы в России как одни из самых первых будем, и как-то показательно будет для других регионов. Спасибо за внимание. Рахмат. Спасибо большое. Действительно, разработка Башгосуниверситета известная, она уникальная и поддерживается в том числе грантами главы республики. Ну, в этой части полностью поддерживаем. Давайте продвигать эту разработку, а в части, где готовят сурдопереводчиков, я, честно говоря, не владею этим материалом, но давайте включим в протокол и поработаем. У нас программа разработана. Пожалуйста, мы у себя будем готовить их. Мы уже готовим. То есть по линии доп. Образования. В этой части, наверное, стоит поженить эти темы с соцзащитой нашей и с общественностью, соответствующей обществом инвалидов и так далее, и так далее. То есть там, где собрана и присутствует эта среда, для которых эта разработка, в общем-то, для решения их проблем и им в помощь, как бы, да. Поэтому, ну, давайте с Минтрудом, соцзащитой этот вопрос проработаем, как внедрять. Спасибо большое. Есть еще мнения, предложения, замечания? Азат Шамилевич, можно один? Не вопрос, предложение, может быть. То, что вот сейчас, ну, соседи наши активно работают и так далее, уже где-то сделано, у нас не сделано, к сожалению. Региональный компонент учебный по истории Башкортостана. Не по теме, конечно, сегодня, поэтому как-то так хотелось бы какое-то совещание, что ли, вы созвали под вашим руководством. Булат Валерьевич, тема обсуждается и с Ильфией Закировной. Давайте это здесь не будем занимать время у наших коллег. Да-да-да, поэтому я... Если у вас все, то давайте будем завершать. У нас 2020 год заканчивается. И, наверное, слава богу, надеюсь, что все самое плохое и тяжелое останется у нас в уходящем году. Надеемся, что вот пандемия пройдет, и мы все сможем приступить к большой кропотливой работе, в том числе по тем вопросам, которые мы обсуждали сегодня. Будем проводить и научно-практические конференции, и заседания комиссий уже в очном режиме. Подумаем по работе организации курсов повышения квалификации для ответственных секретарей при муниципальных образованиях в городских округах в Баксу. Необходимо нам активизировать рабочие группы нашей комиссии. Ждем предложения по совершенствованию работы, в том числе и по персональным составам, терминологические и топонимические служб. Поскольку это процесс такой живой, у нас творческий,
И, в общем-то, если есть у нас кандидатуры, которые готовы активно работать в деятельности рабочих групп, я думаю, что можно эту историю расширять. Членов комиссии просим до конца года внести предложение для формирования плана комиссии на 2021 год. И ответственного секретаря прошу к 15 января подготовить проект плана. Предложение делать у нас заседание комиссии собираться раз в квартал, не реже, и определить следующее заседание в первой половине февраля. Если возражений нет, то еще раз поздравляю всех присутствующих с наступающим Новым годом. Баргала наклы хаулық, зор һәм бақыт тілеймін. Рахмат. Рахмат. Яңа ел менен. Рахмат, яңа ел менен. Рахмат. Рахмат. Рахмат.